Я вообще, кстати, по-моему, первый еврейский гость в вашей передаче. Это ваш следующий гость, спойлер. Ты же не женат, да, еще? Нет. Почему? Неужели тебе настолько нечего предложить, что ни одна женщина не захотела с тобой создать семью? Возможно ли достроить Ханский дворец? Почему эти дома посыпались? Сколько сейчас проектов вообще стоит? Ну, такая вилка. Крымско-татарский стиль, именно аутентичный, он уже не востребован. Любой крымский татарин вообще бежит от лофта. В твоем платье, на кого работаете? На Саранаева? Короче, вы решили закопать мою карьеру. Хотите, чтобы мы без работы остались, да? Вот видишь, ты красава, ты сразу понял, о чем я говорю. Всё. Классный мужик. Приходи еще. Так, короче, смотри, ты по архитектуре старых татарских домов ты как? Плаваешь? Что именно? Терминология, история? Нет, вообще как строили, как что делали? Технологию строительства? Ну, нет, Мгм. не изучал. Понял. Как раз поговорим про это. Короче, вы решили закопать мою карьеру. Не, кстати, я хотел тебя спросить, что В твоем когда платье, на кого работаете? На Саранаева? когда в Гугле пишешь лучший архитектор Крыма, выдают твою фамилию, хотел узнать, за какие заслуги такие. Ой, я так не вбивал. Это- При всем своем тщеславии мне не пришла выделить такая. Хотел с этой шутки начать, ну ладно. Это шутка. Да. Блин. Я поверил. В общем, Рамазан, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, на чем фокусируешься и вообще, ну, что делаешь? Ну, я по виду деятельности и образования архитектор. Параллельно до сих пор учусь. Но аспирантуру я уже закончил. В рамках своего вуза кандидатскую работу защитил. Сейчас вот предстоит перед советом. Либо в Москве, либо в Питере. Мы сейчас выбираем там. Есть некоторые нюансы. Но ты, получается, уже работаешь сам в полном объеме, в полной мере? Да, я где-то с 2016 года работаю официально по своей профессии. Сначала была должность архитектор, потом я поменял место работы и сейчас работаю в качестве главного архитектора. Ну, смотри, чтобы как бы разобраться вот в вопросе, да, для тех, кто не понимает, архитектор, он что делает? Он создает визуальный стиль или продумывает сами конструкции? Ну, раньше это была одна профессия, зодчий, да? Его задача заключалась, в принципе, полностью вести все строительство от начала до конца. Сейчас уже со временем пошла такая дифференциация вида деятельности, и эта профессия разделилась на архитекторов, конструкторов, дизайнеров. Уже в свою очередь архитекторы тоже делятся на генпланистов, на дизайнеров экстерьера, интерьера, визуализаторов. Это вообще Ну, в отдельная общем, специальность. произошло такое разделение труда. Разделение, да. И на данный момент задача архитектора заключается в том, чтобы функционально спланировать внутреннюю среду здания и подумать над формой и композиционным ансамблем внешней среды. Подожди, ну это получается просто внешний вид, да, визуальный вид. И визуальная, и внутренняя планировка. То есть вот условно мы сейчас находимся в помещении, Да. есть у нас стены, окна, колонны, несущая способность, да, этих колонн. Это разрабатывает архитектор. То есть ты тоже это делаешь? Да, пролет колонн. А уже внутри колонны какая арматура, Мгм. какое ее сечение, какая марка бетона, этим занимается конструктор. Мгм. Ну, смотри, как бы одна из тем, которую я хотел бы с тобой обсудить, такая очень важная, и в последнее время нашумевшая, вот было землетрясение, да, ну, в Турции, все об этом слышали, все об этом знают, и у всех в основном возникал вопрос, то есть почему эти дома посыпались, почему упали, вообще почему такие большие разрушения произошли. Давай немножко ту ситуацию попробуем с тобой оценить. Я понимаю, что ты не специалист по этим делам, да, но как бы человек причастный к этому, ты можешь какую-то оценку дать. Вообще, почему вот такая трагедия вот в сегодняшнем современное время произошла? Почему, из-за чего? Мне кажется, это фактор больше не проектной документации, а небрежного строительства. Возможно, коррупционная составляющая там была. То есть, мне кажется, причиной тому больше вот следствие этих факторов. Ты сказал про Крым, что у нас коэффициент 8 баллов, да, по шкале Риктора. Не Крым, а Симферополь. Симферополь. Давай Симферополь возьмем. И год назад было 7,
а сейчас 8. Ну, там же есть здания, которые там 60 лет стоят. То есть это что, они же не могут по бумажке повысить свой коэффициент устойчивости. Если, допустим, завтра, ну не дай бог, в Симферополе будет землетрясение там 7,8 баллов. Это, ну, вообще какая обстановка будет? Как ты, это можешь как-то Ну, спрогнозировать? здесь закон обратной не имеет, да, связи. То, что уже стоит, что уже введено в эксплуатацию, оно стоит. А что проектируется и на стадии получения разрешения на строительство, эти объекты уже будут считаться по новым правилам, по 8-бальным. Возьмем реалии такие. И, кстати, и после Турции многие испугались, что такая ситуация возможна, и Крым потенциально тоже подпадает под эту статистику. И вообще здесь раз в какое-то там время и 9 баллов тоже может быть в Крыму, потому что мы в такой в опасной зоне находимся. Если, к примеру, в Симферополе, да, произойдет землетрясение там около 8, то есть что в принципе соответствует вот этим допускам. Вообще какая ситуация будет вот с этими домами? Они выстоят, они не выстоят? Или там старый сектор посыпется, новый сектор будет стоять? Вообще можно как-то это прогнозировать? Или это вообще абсолютно непрогнозируемая штука? Уже мы имеем информацию, что раньше по нормативно-правовой части было 7 баллов, да, и, соответственно, все здания, которые сейчас стоят, даже в идеальных условиях, если они построены по проекту, они запроектированы с расчетом на нагрузку 7 баллов. И, соответственно, вот вы гипотетически, да, там, если будет 8 баллов, получается, они не выстоят. А, Здесь вот есть другой фактор, что это уже, можно сказать, даже анекдотичная такая ситуация, что когда мы начинаем строить здание, конструктор закладывает расчеты, и заказчики или строители часто апеллируют к тому, вот у моего знакомого там арматура десятка, и здание стоит 20 лет уже, и ничего. Или там можно даже привести примеры там посерьезнее, там 60 лет здание стоит, ничего с ним не случается, а вы как бы перестраховались, да, там где-то может люди считают то, что это необоснованная перестраховка, и вот часто апеллируют к тому, что где-то можно сэкономить. И я думаю, после этой ситуации уже меньше будет таких примеров. Ну, смотри, и мне кажется, справедливо будет сказать, что нужно разделить частный заказ от государственного заказа. То есть частник, когда приходит к вам и говорит, я хочу построить там четырехэтажное здание какое-то, да, он же сам принимает решение в конечном итоге, какую ему арматуру покупать. Даже если там ты написал 15, он может 10 купить и поставить. Ну, здесь, может, уже такие прям вот тонкости нашей работы, да, но вот вы просто привели пример 4 этажа. То есть сейчас любая проектная документация, она получает разрешение на строительство. И здание свыше 2 этажей проходит экспертизу, на этапе которой уже будут выявлены нарушения в расчетах, если таковые есть. А именно тот случай, который на усмотрение заказчика, да, который вы привели, это здания индивидуальные жилые дома, либо магазины или общественные сооружения не выше 2 этажей и не более 1500 квадратов. То есть там есть вот этот человеческий фактор, можно сказать, коммерческая составляющая, да, и оценка рисков идет на усмотрение заказчика или застройщика. Ну, смотри, давай, если переводить его на обычный язык, да, условный мимет, да, который строит сам дом, у нас таких много, у нас вообще принято в народе строить дома, он проектирует себе дом. И как человек уже продвинутый идет к архитектору. Раньше, конечно, все сами делали, но сейчас хотя бы идут за планом, да, за проектом. Вот он пришел к тебе и говорит, Рамазан, я хочу построить 2-этажное здание. 2 этажа, все такое. И заказывает тебе проект. Ты ему проект даешь, он этот проект берет и получает разрешение на строительство, на ввод в эксплуатацию, вот на все вот эти вот бумажки. Но по факту строительства он берет и ради экономии берет не такую арматуру, не такой бетон, не такой то, не то. Вот, понимаешь, да? Только ради экономии. Но это же жизненная ситуация? Или у нас все прям четко по стандарту идут? Это жизненно, тем более сейчас очень лояльные условия для застройки частных секторов и индивидуальных таких заказов. Разрешение на строительство не нужно получать. Раньше у нас была дачная амнистия, сейчас есть упрощенная система, так называемая, где достаточно заполнить заявление о начале строительных работ, в которых указать просто параметры. Не превысили 3 этажа, не превысили определенную квадратуру и соблюли отступы от границ. 5 метров от дороги, по 3 метра от соседей. Все, вот этого достаточно
более никаких проверок не производится по индивидуальным домам. Ну, это что, получается, что всю ответственность перекладывают на конкретного человека, на на частное лицо? Да. И риски, которые он на себя берет, он, соответственно, сам за них отвечает. Мгм. Ну и получается, что ситуация тяжелая, да? Ну, можно так сказать в этом смысле. Ну вот смотри, давай так, если взять такой опыт строительства, там, примерно 30 лет, плюс-минус, да, если там так разобраться, что с начала 90-х началось такое капитальное строительство, частное строительство, когда там, ну, конкретно крымских татар берем, конкретно крымские татары начали строиться. Но факт же, что кто-то вообще тяп-ляп строил, кто как может строил, кто там звал МДшку, Агашку, кто-то учился строить в этот момент. И получается сейчас у нас такой абсолютно непредсказуемый вот этот частный сектор, да? Я бы даже сказал, зародилось целое направление стиля крымско-татарский лофт. Да, вот это тоже у вас, да, дизайн, это, мне кажется, такая Не, аллегория, мне вечная кажется, стройка. любой крымский татарин вообще бежит от лофта. Но он его преследует, это Такая бег по кругу. интересная история была. Мы как к друзьям поехали в гости, а ну, наш такой общий друг, он сам жил в Германии, он такой продвинутый, очень начитанный человек, интеллигентный. А я сижу и на потолок смотрю, а там просто плиты перекрытия, короче. Вот серые вот эти вот. Я говорю, а что, до потолка не дошел? Он говорит, ну это лофт, сейчас так модно. Я говорю, ты знаешь, я говорю, все детство мое в этом лофте прошло, и я мечтал от него избавиться от этого лофта. Мне кажется, у нас такая национальная идея была движение к евроремонту. То есть евроремонт считался уже какой-то эволюционной стадией вот в этом, во всем этом деле. Ну, до определенного периода. А Ну сейчас, да. мне кажется, крымско-татарский ренессанс, возрождение именно. То есть вот все берут за парадигму сохранившиеся объекты культурного наследия и пытаются где-то пародировать, где-то что-то Что, прям перенимать, все? некоторые элементы. Ну, большинство заказчиков, и не только крымские татары. Ну, давай тогда, хорошо. Кстати, хорошую тему затронул. Получается, что сейчас у тебя есть такое примерное представление, да, такого нового заказчика, вот современного. Что заказывают, если мы говорим про частное строительство, не коммерческое? Ну да, я бы вот два таких направления, да, выделил. То есть там, где нам нужно создать уют, мы берем больше аутентичный крымско-татарский стиль, как подвид средиземноморского. Где-то с элементами модерна, да, так как у нас некоторые функциональные элементы уже утратили свой смысл. Какие, например? Например, ну, сейчас все делают металлопластиковые окна, правильно? То есть уже тяжело в металлопластике повторить те формы, которые раньше были из дерева. Те же самые пинакли дымоходов, да, раньше кровля, она была очень интересной формы, сложной, да, им было много таких вот мини-минаретов, да, пинаклей дымохода. А сейчас, так как в каждом помещении практически была своя кухня. Сейчас у нас, Ну, дымоход условно. да, люди там применяют студийного типа кухню, либо обособленную, да, ну и в целом на дом максимум один дымоход и пару вытяжек, правильно? То есть вот это вот функциональное назначение изменилось, и где-то применяют уже муляжные дымоходы просто для красоты. Они никакой А это с нагрузки не экономией не несут. связано, что, допустим, просто двухскатная крыша, она просто банально дешевле, чем там какая-то сложная, многоскатная, с этими спинаклями, с петухами на этом? Ну, не всегда. На самом деле, когда делаешь двухскатную кровлю, все равно есть определенные затраты на фронтон. Ну, это Но это, понятно. опять же, тоже отдельная тема. Я вот к тому веду то, что некоторые элементы утратили функциональное свое назначение. И, соответственно, это обуславливает, что крымско-татарский стиль, именно аутентичный, он уже не востребован. То есть мы сейчас берем и применяем синтез модерна и крымско-татарского стиля. И отсюда вытекает крымско-татарский лофт или крымско-татарский модерн. А модерн это что значит? Ну, современное направление, то есть панорамные окна, к примеру, в смычке с черепицей татаркой, да, вот почему бы и нет, вот много есть таких примеров, в том числе и среди наших работ. Часто приходит человек и говорит, так, ну я не знаю, что хочу, предложи мне что-то. Нет, как правило, уже определенное видение, вкусовые предпочтения есть, и чтобы лучше их понять в кратчайшие сроки, мы просим заказчиков поскидывать нам аналоги, которые ему нравятся, да. Где-то сами наводящие вопросы задаем, где-то показываем, что мы уже применили.
ну, анализируем плюсы, минусы. Ну, понятно, работу идете. Да, то есть обычно в таком ключе начинается диалог, работа, ну а дальше уже со второго, с третьего варианта мы к общему знаменателю с заказчиком приходим. Мгм. И получается, что вот эти вот новые строения, такой синтез лофта и старого стиля, они и по сейсмо вот этой истории тоже проходят, да? То есть это все учитывается или там какая-то своя математика работает? Ну, здесь конструктив не сильно влияет на обложку здания, да, и на его визуальный вид, поэтому это не взаимосвязано. К примеру, у заказчика есть какой-то старый татарский дом, и вот он говорит, вот надо его, допустим, реконструкцию сделать, или надо его сейчас убрать и на этом месте построить. Были такие нюансы работы? Ну, как правило, если такой дом есть, можно изменить его функциональное назначение. Они, как правило, были небольшие, да, и лучше к нему пристроить современное строение и даже визуально в отделке на этом подчеркнуть акцент, чтобы чувствовалось наслоение эпохи. Вот, к примеру, у нас был подобный объект, их немного, но мы сделали там комнату отдыха из того строения, которое осталось. А дом уже в соответствии со своим составом семьи, запросами по площадям, да, там, актуальными на сегодняшний день, он пристроил к этому строению существующему. Ну, а бывает такое, что просто сносит дом? Ну, я пока не сталкивался. То есть это будет называться... Тут же нужно тоже провести такую черту между объектами культурного наследия, да, которые нельзя реконструировать. То есть там проводится только реставрация с заменой на аналогичные материалы, и при этом площади и габариты этого сооружения не меняются. И реконструкция, те объекты, которые ценности не представляют, ну, с точки зрения закона. Ну, насколько я знаю, у нас ни один татарский дом не представляет никакой ценности. То есть они не охраняются, они вообще не учитываются никак. Ну, есть некоторые объекты, которые в списке предмета охраны состоят. То есть можно Просто зайти дом на сайт, обычный? да, в том числе и дома. Ну, что-то еще не музеифицировано, но в таком списке уже они есть. Есть еще предварительный список. Ну, я не имею в виду там типа дачу Чехова, да, там условно, а просто вот дом там продается, заезжаешь в село, продается дом, можешь черепицу снять, его разровнять. То есть дома, там, которым по 150 лет, они никак не охраняются. То есть нет такого даже закона, насколько я знаю. Может быть, что-то поменялось? Ну, тут надо конкретный объект отдельно рассматривать. Я думаю, действительно много таких объектов, и здесь на усмотрение, да, и видение нового владельца это все остается. Не, ну понятно. То есть, ну, по факту, что хочет, он может сделать. Он Да, может просто снести и все, да? Мгм. Так, сейчас кофе попьем. Все нормально? Ты же кофе пьешь, да? Да. Мы вам там принесли пасхалочку Леба. Этот либо нужно говорить. А Либо? Либо-либо. Ты что, рекламу не смотришь? Мы У нас- телевизор не смотрим уже. Я, короче... Но мы недавно были на их заводе. Да ладно. Да, А где вот. он? В Крыму? Нет, мы поехали в Москву. Ну, пока спойлерить не буду, там вот Ну, обратились к нам с проектом. И так получилось, то, что прям вот по соседству с этим заводом, завод производства кофе Леба. У нас есть материал. Ты знаешь, я, ну, эту рекламу я увидел про Либо и понял, что крымские татары 30 лет неправильно говорили, что оказывается Либо, а не Леба. Ну, все же Леба говорят. Не Нет. слышишь? Но завод этот находится в городе Люберцы, откуда группа Любе. Я не знаю, это такая игра слов. ты думаешь, Любе, Леба, Люберцы. Ну, все может быть. Че, давайте чашки тоже. Здесь 4 филиджана будет. По идее. Сейчас хавешку попьем тогда. Слушай, ну, блин, по землетрясению хочется немножко больше поговорить, но как бы и такая тема тоже, да, ну, щипательная, да. Ну и на самом деле это пальцем в небо. То есть мы не знаем, какое состояние на сегодняшний день. Вот мы можем вспомнить там землетрясение, которое зафиксировано на чертежах Усейна Баданинского, да, там, 27-го года. Ну и все. А остальное все загадка. Как оно будет? Выдержит, не выдержит? Ну там, насколько я знаю, вообще в Ялте очень мало было жертв, там 20 человек, что ли, вообще очень мало. Но это опять же из-за того, что этажек не было.
Мы недавно были в Ялте, и я такой смотрю, а там этих этажек вообще очень много. Ну, надеюсь, что их строят нормально. Кстати, вот, по идее, их нормально Но строят. мне кажется, в Крыму лучше строить, чем в Турции. Все равно здесь это Я контролируется. тоже так думаю. Потому что, вот, допустим, вот у него отец, он строит, он в Гурзуфе строил вот эти эддинги всякие. Он говорит, что очень жесткие подушки, все, ну, все делается. Он говорит, если даже оползень будет, все вот так вот просто вместе так потечет к морю, короче. То есть ничего не развалится. Визуально я бы как бы тоже такую оценку дал, что в Крыму понадежнее. Наверное, есть где-то В нарушения. Турции, ты знаешь, да, мне кажется, что там вот такой момент присутствует, что они очень много строят, и они очень торгаши, очень серьезные. И вот как-то вот это вот как-то вот в одних скобках умещается. Потому что, ну, вот этот фонд еще до землетрясения, да, я так вот присматривался своим непрофессиональным взглядом, и, честно говоря, не очень хорошо. Мне спокойно было на первом этаже гостиницы, а остальное все было не очень спокойно. Вот Хотя- у них много плюсов, у них выработанный вкус уже поколениями, да, вот в применении материалов, то есть мраморные столешницы, подоконники, карнизы, именно гипсовые тяги, да, вот это вот плюс огромный перед нами. Но что касается высоты этажей, да, там как-то скупятся на это дело. И качество материалов. именно Потолков как- имеешь в виду? Да. Ну, насколько я знаю, вот у нас, например, в правилах землепользования в регламенте ограничения по этажности, а у них по высоте. И условно, сколько ты этажей сумел втиснуть, да, в этот всё. лимит, столько Ну, и получилось. Да, это похоже на лазейку, кстати. Отсюда вот и этажи по 2,5 метра в основном, да. Ну, у нас дома 2,20, как бы живых все. Это, конечно, не ваш лов, там, сколько у вас Да, там, ну вот 6,5? если бы мы ваш дом проектировали, мы бы вам рекомендовали хотя бы 3 метра. Не, ну рекомендовать можно что угодно. Ну, допустим, если смотреть, что это на 30% дороже дом получается, все рекомендации не учитываются. Ну, люди же все равно рублем голосуют. Вот ты же знаешь эту тему, да? Но сейчас есть еще пожарные нормы. Опять же, как бы это индивидуального строительства не касается, да, но если вы строили бы торговое здание или магазин, Не, ну то там, пожарники бы не пропустили. в экономике там принципиально другие деньги вообще. Это не частное строительство. А у нас люди все равно строят, знаешь, так, по чуть-чуть. То есть, поэтому экономия это не последнее дело в этом. Ну, в У нас этом. вот есть золотой фонд цитат. Авторство принадлежит бахчисарайскому предпринимателю. Так. Вы, говорит, проектировщики. Да. Вы, говорит, не предприниматели, поэтому там, не учите меня. Ну, чё, где он неправду сказал? Не, ну, ты знаешь, мне нравится высказывание этого Карла Маркса. Он сказал, что дайте предпринимателю 10-кратную прибыль капиталисту, и он пойдет на любое преступление. По-моему, Карл Маркс сказал. В стиле Жириновского прозвучало. Не, я бы мог бы его голосом сказать. Ну, такое. А давайте, почему Не, нет? не. У меня личная неприязнь к нему. Так. Ну, чем дальше, тем больше люди осознают важность именно эстетической составляющей и делегировать именно дело человеку-профессионалу. Ну, вообще, ты сам чувствуешь вот изменения качественные в людях? Да, конечно. Даже вот 5 лет назад совсем другая ситуация была. А что поменялось? Наверное, связано с тем, что вот было такое именно интенсивное строительство, да. Многие люди столкнулись с проблемой на личном опыте того, что много чего приходится переделывать, много где они не достигли самостоятельно того результата, который им изначально виделся, и осознали необходимость доверить и делегировать эту роль специалисту. Смотри, а это... Мы можем сказать, что мы вообще богаче стали, как народ? Ну, в целом идет до определенного момента шел какой-то такой научно-технический прогресс, экономическое развитие, да, в целом. Что-то стало доступней, что-то появилось новое. И в связи с этим у людей вот такое вот пространство для фантазии возникло. За тебе. Поэтому где-то богаче, где-то в целом на рынке больше Это- предложения в этом смысле. Это знаешь, я про что говорю? Я говорю про то, что есть такая старая забитая история с пирамидой Маслова, да, и как бы
к ней много вопросов на самом деле, но вот такая мысль есть, что все равно со- У вас следующий гость, спойлер. нормально все. Под хавешку как раз в самый раз. Знаешь про что? Про то, что, ну, все равно, хочешь не хочешь, народ все равно как-то построился, да, как-то освоился, и как-то, как будто бы немножко уровень жизни тоже поднялся. И вот если взять нашу 30-летнюю историю в Крыму, ну, мне кажется, что нашим детям, ну, сильно проще, чем нам было, когда мы приехали. И нам сейчас сильно проще, чем нашим родителям, которые приехали в Крым. Вот это вот условное такое благополучие, оно сказывается вот на вот таких вещах, как строительство дома, вообще общей культуре поведения. Меняется ли, вот ты же все равно общаешься с теми людьми, у которых есть деньги, потому что, ну, человек без денег, он не нанимает архитектора. Он, в принципе, не строится. Он в принципе не строит. Ну, есть, скажем так, не очень богатые люди, которые строятся, но они про архитектора не думают. Они могут проконсультироваться, типа, Рамазан, как ты считаешь? Но вот это отношение, проект, вот их нету. Вот эти люди, которые имеют деньги, которые достигли там, успехов определенных, они как-то поменялись? Вот как ты думаешь? Ну, мне кажется, в принципе, место творчеству имеет место быть только когда все остальные потребности закрыты. Ты Вот думаешь? вы начали с пирамиды Маслоу. Только когда спокойная обстановка, экономическое развитие, люди начинают писать стихи, Не, какие-то у стоп. них повышаются Нет. требования к Тут я с тобой дизайну вообще не интерьера. согласен, потому что стихи начинают писаться только тогда, когда все плохо. И Серебряный век, который считается самой мощной вот такой вспышкой, это доказательство этому. Как только началось вот это закручивание, пошли вот эти все вот эти вот легенды, которые сейчас гудят. Ну, все плохо, наверное, там в каких-то других Нет, аспектах жизни, да, быт. но в целом так, возможность созидать была у людей, правильно? Ну, Это возможно, право у них взял как листочек и карандаш, и ты уже созидаешь. Ну, любое творчество, оно как бы рождается на внутреннем конфликте. Здесь как бы я согласен, то, что Мгм. чтобы он возник, должна быть либо личная трагедия, либо в целом какой-то режим, да, окружающая среда депрессивная. Но где-то и наоборот, вот кто-то есть версия, да, что пирамида Маслоу это И тут про меня. Мне она нужно, чтобы правильно все было. прописана, но ее нужно перевернуть, потому что если человека нету смысла жизни, да, ему незачем утром вставать, ему все равно, забит у него холодильник или пустой. То есть поэтому это уже несколько философский аспект, да, можно об этом спорить, а если вот с позиции практики, то, конечно, это влияет. Вот, условно, сейчас мы в этапе кризиса, да, и Какого? финансового, где-то, наверное, кризиса идей, где-то люди, даже имея деньги, сейчас не торопятся с ними расставаться. Ну, ты же И не на лошади приехал, ты же на машине приехал. Значит, с деньгами да, нормально. но я купил ее еще до того этапа, который Понял. я сейчас описываю. Сейчас ты имитируешь ту хорошую жизнь. Да? Ну, как, Нет, знаешь, я, по инерции. я сейчас заказчиков описываю людей более Да, состоятельных, да, чем да, я. То есть да. вот есть те, которые, возможно, в других условиях бы сейчас бы какие-то новые стартапы начинали, либо свой бизнес развивали, но сейчас они в выжидательной такой позе Ну, находятся, да. в паузе. Но есть еще и сегмент средний класс, да, на который мы, в принципе, ориентированы. Мгм. То есть они понимают, что жизнь продолжается, они женятся, строят семьи, ремонтируют, покупают квартиры, им нужен дизайн. Вот как мы говорили ранее, сейчас уже общество пришло к тому, что лучше это делегировать людям, которые подберут за них плитку, пообщаются за них со строителями, проконтролируют работу этих строителей, да, вот такая система противовесов. То есть поэтому вот без работы не сидим на данный момент. Ну, это хорошо. Работа должна быть. Ну, хорошо, когда есть работа, правильно? Да. То без работы грустнее немножко. Ну, пей, Хави. Что, не сильно горький получился? Буду безработным, тоже начну, как поэты Серебряного века, писать стихи. Ты же не женат, да, еще? Нет. Почему? Это тема отдельной передачи. А что ты Хасмет? Скажи мне Хасмет и все. Это же универсальное заклинание есть. Них и смет.
У меня тоже есть на эту тему, но мне проще говорить, потому что я женат, понимаешь? Вот если бы я был не женат, я бы сейчас мог бы с тобой об этом поговорить. А так, Ну давайте, чтобы у меня заготовки были для заготовки. подобных вопросов. Нехисмет первое, дальше. Не, просто, понимаешь, я одного комика смотрел, и мне так понравилось его... Мне сам комик не нравится. Но мне понравилась его мысль. Он там обсуждал другого комика, которому там сильно за 40, там под 45. И он говорит, ну неужели тебе настолько нечего предложить, что ни одна женщина не захотела с тобой создать семью? А по факту же эта женщина, ну, решает. Ты не в курсе, да, еще этих вещей? Нет, ну-ка Ты просветите. пока ты думаешь, что ты, да, пока решаешь. Ну, у нас же патриархальный склад общества. Ну, посмотришь. На каком этапе семейной жизни вы к этому пришли? Не, у Вы меня... сдались и признали матриархат. Я не люблю свой пример говорить, потому что, ну, это исключение обычно было. Но в целом, так если взять... Сейчас уже, по-моему, я у вас интервью беру. Я- Блиц. Можно отвечать быстро, но не обязательно коротко. Давай, поехали. Ваше главное достижение в жизни. Дети. Тоже с семьей связано, матриархат чувствуется. Очень сильно, кстати, да. Вот как вы выходите из депрессии? Я в нее не вхожу. Все, больше вопросов я не подготовил. Спасибо. Какой-нибудь подарок вы нам приготовили? Кстати, подарок. Давай разыграем эту коробку сладостей. У меня есть получше, у меня есть зуб дракона. Да ладно. Да. Серьезно? А вы в курсе то, что драконы обитали в Крымском ханстве? Конечно, то они же на фасаде 2 дракона. Вот. Только О чем там это зеленые говорит? драконы. А зеленые драконы, есть такая игра, Герои 3, это лесно. Значит, мы, крымские татары, это эльфы лесные. Нет, ну этого я не слышал, возможно. Я просто... Ты не знаешь игру героев? Нет, Сколько лет? 29. Я просто так много работаю за компьютером, что досуг стараюсь вне Вне компьютера, да? Вне компьютера, Ну, вот да, у меня не проводить. получилось, да. Так, и что, и с чем связаны этот драконы? Драконы, ну, на самом деле, были знатные дома в Крымском ханстве, Так. которые несколько десятилетий были всадниками драконов. Так. Угу. И вот сохранился из валерийской стали клык, который мы можем разыграть. На условия конкурса я пока не Это придумал. на коготь больше похоже. Ну нет, это клык. Все-таки клык. Не, ну давай условия придумаем. Нам нужно... Короче, у нас проблема. Мы не можем придумать... То есть мы нашли, что разыграть, но мы не знаем, ради чего мы, да, это разыграть. Да. Какие есть мысли? Ну банально, лучший комментарий это банально, да, самый смешной? Ну, лучший комментарий, ну что значит лучший комментарий? У нас и так вообще комментарии еле-еле пишут, и тот что-нибудь такое. Ну мы же сейчас с Серебряным веком проводили аналогии, да? Ну да. Сейчас тоже, да, не самые, наверное, праздные времена. Значит, люди Да, должны видишь, по вашей версии что-то вот- писать стихи. Пускай кто-то напишет четверостишие, и за лучшее четверостишие мы подарим этот тему? клык. Тему вы выберете. Понял. Ну, придется логиниться под фейками и писать. Мне кажется, у вас есть шанс. Да? Ну ладно. Но, а если серьезно, по драконам это интересная тема. Я немножко ее изучал в рамках магистерской работы. Да? Сейчас я аспирантскую, кандидатскую пишу в целом именно принципы организации градостроительной среды старого города. А магистерская у меня была по Хансараю. И вот она наталкивает на интересные выводы, что даже в таком жестком устое общества, да, ортодоксальной Османской империи, Крым это была такая более свободомыслящая периферия. Если везде было запрещено оживленное, воодушевленное, да, Да. что-то, орнаменты применять, то вот в качестве исключения у нас есть эти драконы геральдически переплетающиеся. Значит, как-то вот менталитет именно крымского общества позволял это. Ну, а ты не думаешь, что эти драконы не так сильно старше исламского периода? Но у нас, к сожалению, нет именно достоверных источников, чтобы это проверить, потому что был Миниховский пожар, если я не ошибаюсь, это 1732 год. И облик до этого пожара неизвестен. Все источники, Что, все вообще сгорел путешественники. Полностью сгорел, его приказали сжечь, а потом по приказу
императрицы его приказали восстановить. Ну там, как бы, судя по гравюрам, он как бы по-другому выглядел. Вот, да, вот эти вот, у меня тоже есть версия, что эти все ромбики и подобные изображения, это уже такой вот синтез, который привнесли уже не восточные зодчие. Но там же вообще, в принципе, мастера-то зодчие, они же с Европы были, которые там строили, что-то делали. Ну, разный был Омар, иранский архитектор, да, Мгм. он возводил ханджами. Мгм. Где-то были итальянские, это вот портал Элевиза. Но, кстати, портал Элевиза изначально-то он стоял не в Хан-сарае, он стоял ближе к Салачику. То есть там у нас тоже есть утраченные и абсолютно неисследованные строения, да, крымско-татарской архитектуры, как Ашлама-сарай, Девлет-сарай. Это сейчас не название кафешек, а вот, то есть это реально Ну ты были просто такие попал в кафешки. резиденции. Ты, получается, в кафешки попал. Ну, в них я тоже был. Смотри, вот хорошая тема насчет изучения старого города, там, ну вот устройства. Как ты думаешь, вот у нас есть Ханский дворец, да? Мгм. То, что сейчас как бы идет реставрация, мы это не будем касаться, потому что как бы очевидные вещи, да? Вот такая мысль. Возможно ли достроить Ханский дворец, пристроить что-то, потому что, ну, какие-то чертежи, что-то же сохранилось. То есть можно как-то воссоздать, добавить к нынешнему Ханскому дворцу дополнительное здание. Вообще можно как-то его увеличить, потому что, ну, это, знаешь, на уровне таких полуфейков, что Ханский дворец начинался, как вот старый город начинается, где эта кафешка Механе. Мейхане. Я Что там 2 там? года официантом работал. В Поэтому в знаю. каком году? В 2015 и 2016 вроде. Или Я там 2014-2015. тебя не видел. Ну, наверное, Я волос то побольше темнее был, было. Ну, то есть вот оттуда начинался, и, мол, вот до этого шел, там, вот там заканчивался. Это вы какой период имеете в виду? Вот видишь, еще тоже важно, какой Да, период. тут вот есть Венецианская хартия, где, в принципе, все наслоения эпох являют собой ценность. И есть периодизация, то есть, условно, у Бахчисарая было несколько предшественников. Это Эскиюрт, район Мгм. нового города, Да. самый древний, кстати, тоже, хотя парадоксально, вроде новый город. Эскиюрт, это где детский мир, вот это вот? Детский Тот мир, район? Азизлер, да, вот Мгм. этот вот район. Позже был Кыркьер, это Чуфут-Кале, Да, и уже после Салачик, это ущелье, да, там да, Мариамдаре. да. И, кстати, здесь работу проводила ЮНЕСКО, да, в Мгм. 2010 году. Они проигнорировали Искиюрт, видимо, потому что для них важно, чтобы именно градостроительная среда сохранилась, да, там Мгм. мало чего осталось, и в том числе некоторые ценные постройки оказались у кого-то во дворе, к Ну, примеру. вот по дороге там едешь, вот видно Да. же. То есть они разработали буферную зону, опираясь на Салачик и на Кыркер. А то, о чем вы говорили ранее, оно невозможно, так как Ханский дворец – это объект культурного значения, федерального значения. И в его случае возможна только реставрация, без изменения параметров. А изменения невозможны именно как раз, что касается градостроительной среды. Можно проанализировать эту территорию, Мгм. сделать опорный план, то есть выявить границы нашего исследования и охранных зон, определить в них объекты культурного наследия, которые мы можем либо консервировать, либо реставрировать. Мгм. То есть с заменой на аналогичные материалы, не меняя облика. Мгм. Есть объекты, которые можем реконструировать. Это, к примеру, какие-то парковые зоны, ту территорию, которая сейчас принадлежит администрации города Бахчисарай. Мгм. Там мы можем воссоздать некоторые и функциональные назначения, и градостроительные облики. Есть третий вид, это частная застройка, которую мы можем разработать методологические рекомендации и регламент, чтобы упорядочить облик Мгм. и фоновую застройку вокруг Ханского дворца. Так как сейчас это является, вот как бы, используя ваш термин, да, кинематография, это шум, да, вот, то есть Мгм. непонятный какой-то винегрет Ну, разнообразный, это немножко не который, то. Ну, да, понятно. не соответствует Ну, смотри, духу. смотри, хорошо. Вот ты говоришь, там, можно какой-то план разработать. Это все понятно. Но есть условный частник, да, у которого есть во владении дом. И ему не хочется ничего делать. Ну, это деньги, это пятое, десятое. Может ли это быть на уровне бюджета городского там, или федерального бюджета?
где будет заложена замена обычной крыши на черепицу, там покраска фасада, там какие-то нюансы. То есть общий облик старого города, вот реально сделать его таким старым городом. Чтобы не вот эти вот улицы, по которым моча течет, да, назывались улочки Бахчисарая, а действительно, чтобы это было улочки Бахчисарая. То есть реконструкция всего такого старого города на манер такого старинного такого места, короче. Вот, в общем, как-то так. Даже если вот в масштабах Крыма смотреть, Бахчисарай реально единственное место, ну, одно из единственных мест, которое как будто бы сохранило какую-то такую старину, такую, ну, как-то вот так издалека, там, если под разными углами смотреть. Вот. Это, как это должно работать? Тут вы сразу три вопроса, да, чтобы было понятнее. На второй сначала отвечу. Давай. То есть давай. вот в Российской Федерации есть такое понятие, как историческое поселение, да, если в Украине был это исторический ареал, Да. здесь есть исторические поселения, то есть первоначально такой статус должен был быть принят, после чего разработан регламент исторического поселения, где все параметры, которые впоследствии приведут к этому общему ансамблю и облику, будут разработаны. Так. Это ракурсы определенные, которые имеют ценность, то есть выявить зоны, где нельзя условно свыше 2 этажей надстраивать, да, чтобы не закрыть вид на какую-то панораму или объект, Понятно. в том числе Ханский дворец. Это материалы. Условно мы возьмем черепица татарка, единая для всего района, цвет фасада белый, цоколь, определенный камень, да, условно альма и так далее. То есть здесь есть опыт в России придания статуса исторического поселения и разработки регламента. Так. Это что касается внешнего вида. А что касается границы охранных зон, мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Да? То есть для начала нужно составить опорный план, проанализировать историю, определить эти границы, и уже в этих границах мы будем задавать эти рекомендации и методологию, о которой мы говорили. Ну, смотри, рекомендации имеют рекомендованный характер. Да. Ну, а я не хочу эти рекомендации слушать. Здесь уже закон, если ваш дом находится в охранной зоне Ханского дворца, то вы обязаны по закону, чтобы провести какие-то изменения, либо реконструкцию своего дома, согласовать уже этот проект с использованием всех требований, которые есть в законе. Ну, тогда получается это не рекомендация, а требование. Рекомендации мы в своей работе даем, а уже администрация города, которая будет принимать этот регламент, она определяет требования. Но вообще, это вообще реально? Как ты думаешь? Ну, есть такая практика. Историческое поселение, то есть целый перечень есть в Российской Федерации. В Крыму, насколько мне известно, пока что нету, но вот в разработке Гезлев, Евпатория, и уже можно, как бы, кому интересно, эту тему изучить. Ну, там, по-моему, они что-то делали, да? Да, они пару улиц не сделали. приняли на данный момент. Я вот буквально месяц назад интересовался, не приняли. Но точно знаю, что в разработке. Работа идет, да? Да. Угу. По Бахчисараю пока такой работы не ведется. Поэтому вот наша диссертация имеет свою актуальность. А эту диссертацию ты как-то хочешь двигать или просто ты ее как бы для общего развития пишешь? Для общего развития мне эта тема интересна. И я думаю, в принципе, как бы Бахчисарай, мне кажется, должного внимания на данный момент ему не уделяют. Нужно привлекать это внимание, потому что с Бахчисарая все начиналось. То есть это идентификация, культура в архитектурном смысле. И поэтому сейчас, если говорить о том, чтобы привлекать к Крыму туристическое внимание и вообще в целом преображать его внешний вид, начинать нужно именно с Бахчисарая снова. Еще знаешь, что я хотел спросить? Насчет, вот возвращаясь к татарским домам, ну, к этому новому стилю, да, у тебя есть какое-то свое видение вот, такого нового татарского дома? Вот, допустим, если... Я про что говорю? Я говорю про самостоятельную работу, да, то есть не то, что человек пришел и говорит, я хочу здесь вот так, здесь вот так. Ты сам как-то проектировал вот этот новый, такой универсальный
крымско-татарский современный дом. У тебя есть какое-то такое видение, представление? Ну, образ дома и его облик обусловлен бытом, правильно? Да. То есть сейчас люди дома проводят мало времени, в основном все на работе, и, соответственно, дома только на выходных принимают гостей. Поэтому самые популярные решения сейчас это, в принципе, все новое, хорошо позабытое старое, как и раньше было, да? То есть сейчас первый этаж пытаются сделать максимально студийного типа Ну, пространство. пространства, да. А спальни, кабинеты, у кого-то библиотеки, да, или другого назначения, там индивидуально гардеробные, что-то вот в этом роде, оно все уже переходит на второй этаж. То есть здесь универсального подхода нету. Каждый проект, он индивидуален, Мгм. у каждого человека свои предпочтения, и, соответственно, похожих проектов нету, и универсальных решений тоже нету. По внешнему мы уже вот оговорили некоторые элементы, такие как витражное остекление, панорамные окна, Мгм. отделка фасада, черепица или металлочерепица терракотового цвета, в принципе, тоже смотрится выдержанно Мгм. и в нашем стиле. Но это уже те нюансы, которые имеют вкусовой характер, да, и обсуждаются понятно. индивидуально. Ну, знаешь, я знаешь, про что говорю? Я говорю про какой-то типовой дом, который бы позволял человеку экономить уже на каких-то готовых решениях. Допустим, если мы говорим, что рядовая, мы так хотим думать, что рядовая крымско-татарская семья это 3 детей, да, и это сразу накладывает отпечаток на жилище. То есть какое должно быть? Там, если дети разнополые, там 5-е, 10-е, нужно гостей встретить. То есть это уже какую-то схему вырисовывает. Нет такого, ну, нет такой потребности какого-то типового такого дома, который ты так раз вот, ну, вот вам вот это вот, без заморочек. Хотите, чтобы мы без работы остались, да? Не, почему это работа? Ты готовый проект продаешь и все. Но типовая Ну, окно застройка, поменял она была местами. вот в Советском Союзе, да, и мы сейчас вот все, что мрачное мы видим вокруг нас, и с чем мы сейчас боремся, это следствие типовой застройки Советского Союза. Там нет места творчеству, нет места индивидуальному подходу, все серое, и, как правило, таких унифицированных решений, которые лишены души или, может, чего-то такого атмосферного. Поэтому на сегодняшний день... Ощущение, что мне в карманы сейчас залазишь, душа, там все дела. Я просто, знаешь, я в таком атмосферном доме в одном был. Там 4-этажный дом, человек сам построил, чуть шею не сломал, по ступенькам спускался. Там одна 10 сантиметров, другая 7 Ну сантиметров. вот ключевое слово «сам построил». Не, ну, Возможно, может быть, почему-то типовому может быть, ему проекту- архитектор сказал, слушай, ну, вот ты должен вот так вот построить. Он говорит, ага, все понял, там, и без рулетки пошел строить. Ну вот мы же одеваемся все по-разному, да, кому что нравится, кому какой стиль нравится. Вот сейчас вот есть выбор. Точно так же вот человек — это путь к самовыражению, тот дом, в котором он живет, тот офис, в котором он работает. Поэтому я больше сторонник индивидуального подхода. Ну да, логично. То есть типовые дома нет. Нет, точно нет. Так, понял, хорошо. Не, я знаешь, я в том плане, что типовой дом не в том смысле, что один проект в интернете скачали и все начали их клепать. Понятное дело, что есть какие-то нюансы. Я, наверное, вас здесь, да, неправильно понял. Конечно, Типовые неправильно. решения. То есть Да. вот возвращаясь, регламент. Да. То есть вот есть вещи, которые, где есть пространство для творчества, вот, условно, Да. в дизайне, или где-то в 5-м микрорайоне, в 7-м микрорайоне, в Симферополе, да. А если у тебя дом в старом городе, то есть определенные правила, есть определенное настроение эпох, которому нужно соответствовать, Да. чтобы быть причастным к общей идее, к общей атмосфере. И мы об этом уже говорили. Это внешний облик, черепица, Ну да. отделка здания, обязательно деревянные окна. То есть можно же просто внутри там проявить свою творческую Вот, да, историю. да. Если мы говорим об этом, то есть определенные параметры, которым можно рекомендовать и можно унифицировать, да, под общую рекомендацию для людей, у которых, возможно, нет денег на проект, но они хотят, так скажем, построить все и быть причастными к этой А сколько национальной сейчас, идее. вот, сколько сейчас проектов вообще стоит? Ну, такая вилка. Частные дома. Как говорил ранее, я сторонник индивидуального подхода. в Ну, есть строительстве. нижний какой-то порог, что ты людей пугаешь? Вот здесь вот сейчас появится ссылочка На нашу Инстаграм, страничку, да? можно обратиться.
Кстати, ну, признанная в Российской ну, Федерации это да. Не, мы не экстремистическая. пользуемся, ты же знаешь. Просто этот, ну, На доступных площадках, где есть наши контакты, кому интересно, могут обратиться к Деливер Ага, и он им да, передаст. перенаправлю. Просто знаешь почему? Ну, может, у кого-то может сложиться впечатление, что архитекторы, ну, серьезные ребята, там все, и этот проект стоит очень дорого. Просто я в этом плане. Нет, точно недорого, и это окупается, и даже Ну, несколько до 100 раз. тысяч рублей или... Да. Ну, все, так и скажи, что ты, все понимающие люди. Вот, поэтому да. Ну, я как бы с тобой согласен в этом плане, что я всегда вообще выступал за разделение труда. Это вот, честно говоря, да, вот эти вот кривые дома, это породил Советский Союз. Потому что вот в Советском Союзе всегда было принято, что человек может и гвоздь забить, да, и на тракторе проехаться там. Ну, ты понимаешь, это такой Да. универсальный нож. И в итоге он делает все в среднем, ну, в лучшем случае, все по среднему, да. Вот. А в принципе цивилизованный мир давно уже пришел к тому, что если что-то не работает, пускай придет специалист, он как бы все сделает, все красиво, все аккуратно, а ты специалист в своей области, ты зарабатываешь деньги и покрываешь все другие эти, ну, моменты. Поэтому я думаю, что вот как бы движение к архитекторам, да, вообще к этому какому-то продуманному формированию пространства своего будущего, в принципе, это такая тема, которая будет только набирать популярность. Обороты. И я думаю, будет дальше делиться. Архитектор, да, который Еще будет делиться. еще будет и дальше делиться, уже делится. Вот мы говорили о том, что был Зодчий, который поделился на архитектора, конструктора, градостроителя. Ну, в принципе, мало было образованных людей, поэтому один образованный человек, он, в принципе, все делал, зодчий. Да. Сейчас- Уже и архитектор поделился на дизайнера интерьера, Да. на планировщика, на визуализатора. Теперь и визуализаторы поделились на визуализатора и ретуширатора. Условно, вот есть человек, который в программе моделирует, назначает текстуры, настраивает свет, это вот близко вам, наверное, да? Да, да. И выдает картинку, Да. поверх которой в фотошопе уже новая специальность Ну, к людей реальности приближает просто. и приближает к реальности, и, так скажем, какие-то тренды, да, учитывает в подаче, в плане подачи для заказчика. Ну, а мы можем сказать, что есть крымско-татарский архитектор? Или это все-таки такая, ну, унифицированная история? Ну, как направление стиля, крымско-татарская архитектура, она Есть. самобытная, да, уже ей там больше 5 веков. Соответственно, есть архитекторы, которые в этом стиле работают. Нельзя сказать, что эти специалисты только в этой области. Не, я понял. Ты сейчас просто как депутат ответил, я же запутался. То есть, смотри, в нашем стиле, У да, меня же цензор сидит, поэтому я слушаю в наушник, что он мне говорит, а я просто транслирую. просто в нашем стиле, получается, строят преимущественно из наших, ну, архитекторов. То есть есть какие-то нюансы, да? Конечно, да. Вообще, в принципе, мы говорили о том, что нужно привлекать к Крыму внимание, начинать это с Бахчисарая, и никто лучше, чем местные жители или тем, кому эта тема там близка, Да, по да. душе, это не сделает. Соответственно, только местные люди, местные архитекторы, специалисты способны на это. Ну да, глупо было бы там архитектору с Томска условного заказывать дом, да, который живет в вечной мерзлоте постоянно, а здесь как бы немножко другая история. Да. Тем более мы уже имеем опыт, да, о чем мы говорили, то, что лучшие петербургские архитекторы, которые, наверное, очень высоки в своем уровне, что касается стиля классицизма или других стилей, да, вот они не справились с тонкостью восточного ханского дворца. Ну, как справились же там, поломали Ну, как- стену, Я имею в виду вот именно вот Задача те вы- годы средневековые. задачу выполнили. Ну да, понятно. Согласен. Так, ну национальную идею не будем обсуждать, да? В университете не учат архитекторам. Почему? Что, про Крым мы не будем разговаривать? Да вот ты в теме? А мы же как бы вот В по теме, чесноку, значит. даже если не в теме, давайте поговорим. Не в теме. Да, ну тут, конечно, такая тема, что этот... Я вообще, кстати, по-моему, первый еврейский гость вашей передачи. Ну, как минимум со славянскими корнями это точно. То есть у нас до этого не, Не было, да? Вот Не я было, первый. не было. Чтобы чувствовать себя комфортнее, я даже вот клык на Дюрабекирова одел. А там снимаешь так крестик, да, распятие?
Клык Надира Бекирова. Тут либо это крест хорошая сними, ссылка. либо крестик, как говорится. Кстати, Надир Агаксмин тебе придет к нам в студию, то есть мы там тоже, он нам пояснит за этот. Это, знаешь, она про что говорит? Это Харымлы и крымские татары. В общем, оказывается, что это большая проблема. У нас проблем же больше нету, мы уже все решили. Ну, есть такая новая волна, такой, скажем так, проблема 90-х, что, оказывается, некоторым людям пришла мысль, что мы не крымские татары, а Харымлы, короче. Вот такая история. И на эту тему сейчас идут дискуссии. Вот. Ну, это все, это вся проблема. Ну, вот. И есть, у этой проблемы есть две части. Одна научная часть, которая объясняет и поясняет, что мы крымские татары, Крым-татар так называемый, да? Вот. Ну, ты мне говори, я буду переводить, потому что, ну, ты же не все слова понимаешь, да? Вот. А Пока есть... всё понимаем. Я понял. А есть те, которые говорят, что мы хрымлы. То есть, типа, мы же из Крыма, мы хрымлы. Вот такая история. Вот. И когда говоришь аргумент, что все, кто живут в Крыму, они хрымлы, ну, крымчане условные, да, то есть этот аргумент не работает почему-то. То есть хрымлы воспринимаются как имя собственное, как какой-то бренд. В общем, там много всего вот такого витиеватого, и, оказывается, идет дискуссия на эту тему. Вот. Ну, тут уже в корне народ, нация, популяция, да, то есть ближе к этой теме. Если человек, кем себя человек чувствует, он тем и является, да, так как нация это понятие идентификации, да, а уже там с научной точки зрения там имеет место быть там термины популяция, там раса и так далее. Ну, это нет, это ты уже берешь что-то сверху. Речь идет просто про самоидентификацию, да, и есть такое мнение, но оно ошибочное, что термин татар, да, что это кличка, что это лага. Ну, это как бы в корне неправда, и все это исторически подкреплено. То есть там даже дискуссий нету, понимаешь? То есть, в принципе, представить научную дискуссию на эту тему невозможно, потому что вот с этой стороны нет ни одного аргумента в этот счет, в этом плане. Все. Ну, тут я тоже впервые за передачу соглашусь с вами. Мне кажется, как минимум ребрендинг это не солидно, правильно? Ну, смотри, если, условно говоря, был Мерседес, да, Да. его китайцы выкупили и назвали Черри, Все уже. он как-то потерял не все то. наследие Да, Мерседеса. да. Вот с этим Вот я видишь, согласен. красава, ты сразу понял, о чем я говорю. Всё. Классный вы мужик. Приходи еще. В общем, такое. Ну, поэтому, слушай, ну вот, оказывается, это проблема, как оказалось. И для меня это просто удивительно. То есть говоришь, что есть вот кодекс Куманикус, да? Ну, здесь тоже надо снисходительно относиться. Тоже, А я если всегда люди себя снисходительно. чувствуют хромло, то не нужно их как бы обосабливать от нас, крымских татар. Не, никто их не обосабливает. Как минимум, чтобы они вернулись рано или В поздно. татарском, вот, кстати, как ты это понял вообще? Что это Ну, в основном у те, меня- кто уехал? Ой, блин. Ну, реально, это такая... А оказалось, что это, короче, проблема, прикинь. А я и не знал. Так у меня ролик есть на эту тему. Ты хоть зайди, посмотри, а то вообще, блин. Как так можно? Начну смотреть ваш влог, когда позовете Дипа Асанова. Слушай, я... Да, наверное, позову его. Придется теперь сделать, блин. То есть... Я уже проанонсировал, тем более вот этим телефонным звонком. А ты его знаешь, кстати? Вот нет, но это вот кумир, я как бы знаком с его творчеством, но вот лично не А ты его пересекаюсь. на рэп-баттл вызови, кстати. И Дипа Асанова, Он тоже читает, только по татарскому. все на любом языке, в любом месте, в любое время. Но мы площадку организуем. Куда нужно посмотреть? Мы площадку организуем. Твоя камера вон. С красной этой. Так, ну я понял, Рамазан. В принципе, ну, я что хотел с тобой обсудил. Ну, не прям Проект все. будет? Я думал, вы позвали мне проект заказать. Мы уже А, час кстати, разговариваем, а кстати, вы еще это ничего не же... заказали. Ты что, не понял, что Непривычно. это все была подводка? Кстати, мне проект нужен. Не, на самом деле... Давайте обсудим. Кстати, на самом деле, это хорошая тема насчет проектов. И Больше знаешь, 100 тысяч или меньше бюджет? ну, побойся, как говорится, Бога. Что Я значит просто вас больше? процитировал. Что можно спроектировать на больше 100 тысяч? Блин, ну что ты, ну, больше 2 этажей. А, кстати, от чего цена зависит? От количества комнат? От платежеспособности заказчика. Так и знал, блин. Что, почему у вас высокие потолки, много освещения? Человек заходит, и вы как на подиуме его рассматриваете, да? Там человек, кстати, в подсобке сделали прозрачное стекло, непрозрачное. Чтобы ты туда видел, а сюда не видели. Ты сидишь, короче, там, Как ну, на допросе. твой человек разговаривает, а ты его оцениваешь, короче, так, что он может, что он не может. Ну, хороший бартер. Все, вы мне идея, я вам проект. Все, отлично. И второй пункт, все-таки вот
Автографы Дипасанова, если позовете. Автограф Эдди Пасанова. А на чем он должен расписаться? Я вам дам лучший наш проект, альбом, вот пускай на нем распишется. Все, красава. Ну, передашь, да, альбом? Да. И у нас, кстати, будет тоже небольшая рубрика, как Да. мини-интервью такие. Ну, Вот не если понял. он еще саундтрек нам запишет под эту рубрику, это предел Сам- мечтания вообще. Саундтрек. Ну, саундтрек. А это разве к нему это саундтрек? Это же он, по-моему, не делает саундтрек. Или делает? Не делай. Ну давайте со мной же вы договорились как-то за проект. Ты видишь, я сам не понял, как мы договорились. Вот, в общем, Сал, Звезда Саунус. в общем, приходи еще. Интересный опыт. Приходи еще. Будем общаться, будем разговаривать.